Наше мероприятие называется Международная школьная конференция «Конкурс». Этот конкурс проводится в рамках вторых международных интеллектуальных игр. Наша конференция проходит в два этапа. Первый этап был проведен до 15 июня и опубликован список тех работ и тех детей, которые прошли на заключительный этап. И сегодня как раз на заключительном этапе у нас принимают участие 100 детей, из них 80 детей принимают очно и 20 детей принимают в онлайн формате. Я думаю, что это станет большим нашим достижением для нашего роста, интеллектуального роста наших учащихся. И в эти дни научная конференция станет площадкой для обмена мнениями, для поиска новых технологий, новых направлений даже в науке. У меня проект называется «Биологические особенности пузырчатки крупнокорневой в водоемах долины реки Амга». Пузырчатка – это такое хищное водное растение. Мы исследуем ее биологические особенности. Ожидаю я очень больших успехов, ну и участие, конечно же, как говорится в самом девизе МИИ, за исследованием «Друзья». Я буду работать над темой задачи о матрицах и колпаках. Я эту тему выбрал, потому что в этих задачах можно найти свой уникальный способ решения, а не только один способ решения. В будущем я хочу стать геймдизайнером, наверное. И игры мне помогут это более себя хорошо представлять, стать более общительным, по-моему. Я делаю приложение. Это проект для людей с ментальными отклонениями, с ментальными проблемами. Оно помогает им с ними справляться, без психолога. Люди просто рассказывают о своих проблемах, своих жизненных ситуациях, и постепенно вопросами с когнитивно-поведенческой терапией выводят их на правильные мысли. Я представляю выращивание топинамбура в условиях арктической зоны Якутии и смешивание субстратов. Выращивание топинамбура могло бы способствовать восполнению всяких пищевых полезных волокон, и тогда, наверное, людям бы стало лучше. Называется «Фенология борщевика рассеченного в условиях Алекминского района». Вместе мы представляем не только Алекминский район и Центр творческого развития, но мы представляем сетевой исследовательский проект «Научное лето онлайн», который третий год идет в нашей республике. Тема борщевика очень актуальна в последнее время, вообще по всей стране, скажу так. Если не бороться с борщевиком рассеченным, то пройдет год, два, три, и улицы города Алекминска будут покрыты этим сорняком. На здоровье влияет, потому что в составе борщевика есть вещества, которые потом вызывают у нас ожоги на солнце. В международных интеллектуальных играх принимают участие почти 700 детей и большое количество ученых, экспертов, организаторов, порядка 200 человек всего. Да? И среди организаторов, среди экспертов и жюри присутствуют известные довольно-таки ученые и специалисты в области образования из разных регионов России и даже разных стран. Сегодня мы встречаем Артема Ромаевича Аганова, известного ученого-кристаллографа. Насколько я понимаю, я никогда не был в Якутии, никогда не был на международных интеллектуальных играх. Но по тем кусочкам информации, которые у меня есть и про Якутию, и про игры, это что-то совершенно необыкновенное, отличающееся от всего того, с чем я сталкивался до сих пор. И поэтому это меня очень-очень захватывает, и с нетерпением жду начала моего участия в этих интеллектуальных играх. Во многом то, о чем я буду говорить, это достаточно необычная для меня лекция, потому что до недавних времен основное мое направление исследования было связано с предсказанием новых материалов и с теоретической кристаллографией. Но это также связано с нашей домашней лабораторией. На даче я организовал лабораторию, химическую, физическую лабораторию для детей. Вот этих вот детей. Санечка, что получилось? Сульфид цинка.